Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы и делимся с вами полезной информацией. И вот, к слову, и она. Железнодорожный вокзал в Сыктывкаре обновят к столетию Коми. Отремонтированное здание должно вписаться в концепцию архитектурного облика города. К столетию республики планируется построить здание железнодорожного вокзала и на станции Сосногорск. Всего ОАО РЖД в 2017 году в этом планирует инвестировать в развитие отрасли и инфраструктуры на территории Коми более 690 миллионов рублей. Прорабатывается вопрос реконструкции посадочной платформы и павильона в Эжинском районе Сыктывкара. Это очень приятно, я как эженец для себя это отмечу. В Воркутинском поселке Северном торжественно открыли детскую площадку. Большой игровой комплекс на центральной площади поселка появился в рамках социального партнерства муниципалитета с компанией «Воркута-Уголь». Его приобретение, а также мягкое покрытие, ограждение и монтаж обошлись почти в 2 миллиона рублей. Детвора сразу же оценила большой игровой комплекс с множеством разных конструкций, качелей вечером и выходные дни. Здесь всегда многолюдно и весело. В этом году в Воркуте также устанавливают 17 детских площадок. Они по результатам народного интернет-голосования появятся в городской черте, поселках Вагашор и Заполярный. Также детские игровые модули появятся в городском парке и аллее пионеров. Движемся дальше. В республике установят порядка 77 автоматических систем фото-видеофиксации. На сегодняшний день у нас работают 3 типа систем – передвижные, мобильные и стационарные. Передвижные – это КРИС-П и Арена, фиксируют превышение скорости. Мобильные – Парконы выявляют нарушение правил остановки и стоянки. И стационарные системы ВОКОРД и СКАТ фиксируют целый спектр нарушений: превышения скорости, выезд на встречную, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора. Также они отслеживают трафик транспортных средств в режиме онлайн. В настоящее время активно проводится работа по расширению систем фото-видеофиксации на территории Коми, а именно вот как раз те 77 стационарных рубежей контроля, причем 4 из них планируется ввести в эксплуатацию в Ухте уже в нынешнем году. Также рассматривается вопрос по строительству рубежей видеофиксации в Воркуте, Усинске, Печоре. Помимо передвижных комплексов, которые ежедневно выставляются в республике на всем протяжении федеральной автодороги Чебоксары-Сыктывкар, планируется установить порядка 10 дополнительных стационарных. Кстати, применяемые на территории республики приборы фото-видеофиксации имеют погрешность измерения скорости не более 2 км в час. Это, конечно же, учитывается при вынесении постановления о штрафе, друзья. Движемся дальше. Новость такая немножко не в пределах республики, а из-за рубежа, из других регионов, точнее даже вот из интернета. Музыкальная группа из промышленных роботов взорвала YouTube. Его создал новозеландский музыкант Найджел Стэнфорд. В качестве участников необычного бенда роботы с одной из немецких компаний, главной задачей которых долгое время была промышленная сборка. С помощью программирования и долгих месяцев экспериментов Найджел создал музыкальный робоколлектив «Автоматика», члены которого играют не только на гитаре, но и на клавишных, а также ударных инструментах. Помимо этого, роботы научились скретчить на диджейских вертушках. Впрочем, лучше один раз увидеть, что мы сейчас с вами сделаем. Ну что ж, вот такие современные технологии. Ну а мы переходим к проблемам, которые еще более насущны пока что. Это вот основная тема нашей программы сегодня. В последние годы, к сожалению, обострилась детская подростковая жестокость. Возникает вопрос, откуда у детей и подростков такая нечеловечность и агрессия по отношению к сверстникам во дворе, младшим детям и животным на улице, одноклассникам в школе. Как появляются жестокие дети-подростки в современном обществе и, главное, что с этим делать? Сегодня обсудим эту тему. Если у вас есть свое мнение и вопросы, задавать их нам. Мы работаем в прямом эфире 46 90 60 наш телефон. И я представляю вам гостей в
нашей студии. Итак, рядом со мной Евгения Дуркина, старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Также с нами Мария Павлова, психолог Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Коми. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. И с нами Максим Стыров, член общественного совета при МВД по Республике, священник храма Рождества Христова. Отец Максим, добрый день. Добрый день. Ну, давайте, наверное, начнем все-таки с каких-то сухих, скажем так, цифр, да, со статистики, чтобы начать прорисовывать себе общую картину ситуации, потом более подробно ее обсудим. Что можете сказать по поводу вот правонарушений? Значит, что касается 8 месяцев 2017 года, в Министерстве внутренних дел зарегистрировано, что 319 несовершеннолетних у нас совершили 346 преступлений. То есть кто-то совершил несколько, что ли? Совершенно верно. То есть кто-то совершает повторно преступление. Следует отметить, что в прошлом году, за 8 месяцев прошлого года, было 434 несовершеннолетних, совершивших 527 преступлений. То есть получается, налицо что снижение. Да. Но здесь следует отметить, что у нас, конечно, в Российской Федерации в связи с принятием, все мы знаем, да, закона о том, что у нас декриминализирована статья 116, это побои Уголовного кодекса Российской Федерации. Все преступления, которые совершены были подростками, и касательно вот побои вот эти, да, они у нас были декриминализированы и переведены в разряд административных правонарушений. Статья 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Соответственно, отсюда и пошло снижение преступности несовершеннолетних. Это в том числе, скажем так. Следует отметить, что за 8 месяцев из 346 преступлений 81 преступление было тяжкое, особо тяжкое. Было одно убийство. Причинение тяжкого вреда здоровью 2 преступления, 2 изнасилования, 195 краж, 20 грабежей, 3 разбоя, 1 хулиганство и 36 угонов автотранспорта. То есть это такие цифры, то есть, за сухими цифрами стоит жизнь человеческая, в том числе детская. Да? Что касается жестокости, я хотела бы привести цифры жестокого обращения в отношении несовершеннолетних. Это те преступления, которые были совершены родителями, иными лицами, теми же подростками, но в отношении несовершеннолетних. Значит, вот на 1 сентября 2017 года какая статистика у нас? Значит, зарегистрирован рост на 10% количества преступлений, совершенных в отношении детей, с 571, в прошлом году было 571, в этом году 627 преступлений. При этом только 35,9% преступлений, совершенных в отношении детей, имеют насильственный характер. То есть некоторые преступления, это, например, та же самая кража, это не является насильственным преступлением. Да? То есть насильственных преступлений было совершено 225. В прошлом году 428. Поэтому у нас все-таки произошло снижение на 47,4% именно насильственных преступлений. По поводу, так скажем, детей, которые пострадали от преступлений. Ну, хочу еще заметить, что у нас рост насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних зарегистрирован всего в 2 муниципальных образованиях. Это город Печора. Там с 9 до 15 произошел рост преступлений. И в Сыктывдинском районе с 8 до 9. Помимо всего прочего, рост преступности в отношении несовершеннолетних сексуального характера наблюдается у нас в 6 муниципальных образованиях. Рост. Рост, совершенно верно. Это город Печора, 7 преступлений в прошлом году, ни одного. Город Воркута, 4 преступления, в прошлом году было 2. Город Ухта, 16, в прошлом году было 10. Сыктывкаре 34, в прошлом году было 22. Троицко-Печорск 4, в прошлом году было 2. И Прилузский район с 2 до 3 произошел рост. А в чем вот причина таких роста нарушений в отношении несовершеннолетних со стороны взрослых? Со стороны взрослых, ну, я не скажу, что здесь, может быть, знаете, цифры могут варьироваться, но за человеческая жизнь. Кто-то обратился в полицию, кто-то промолчал, например, преступление может быть совершено даже не в этом году, а в предыдущем году. Кто-то промолчал первый, например, раз, когда совершено было преступление, а затем, когда уже накипело, пришел в полицию, обратился, и вот в связи с этим происходит такой рост. Возможно, один гражданин, но совершает несколько преступлений в отношении одного и того же лица, либо нескольких лиц. Поэтому и происходит такой рост. Ясно. Есть у нас
телефонный звонок мне подсказывают. Добрый день, давайте послушаем телезрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Галина. Ну, во-первых, хочу поздравить всех сегодня с праздником, Рождеством Пресвятой Богородицы. И вот как бы не вопрос у меня. Вот я очень часто думаю, а не ввести ли вот в уроки, православные уроки? Ведь, понимаете, церковь же, она всегда с добром. Жестокость, конечно, у детей есть. И вот просто православные уроки. Дети же, это же очень притягивает православные. Это вообще очень притягивает. И может они о чем-то хоть задумываться будут. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Напомню всем телезрителям, что телефон прямого эфира работает. Если что, звоните, выражайте свое мнение и задавайте вопросы. Отец Максим, вот, насколько я знаю, у нас основы православия, по-моему, не введены в учебного. Как раз несколько лет назад, в том числе из-за того, что много социальных проблем, правительство этим вопросом озаботилось, и сегодня в 4 классах все школьники имеют возможность изучать или светскую этику, или основы православной культуры. То есть по выбору получается? Да, по выбору. Или основы мировых религиозных культур. Вот. Выбор основ православной культуры достаточно высок в нашей республике. Когда-то он составлял 20%, потом 30%, то есть рост. Естественно, это дело добровольное, никто не может принудить. Выбор делают родители с учетом мнения ребенка. Сейчас эта предметная область расширяется, появляется предмет основы духовно-нравственной культуры народов России. Он доступен уже для изучения и с 5 по 9 класс, и в старших классах, там, в составе внеурочной деятельности, например. Вот. То есть возможности такие есть, но, естественно, все зависит от семьи, от ценностей, от веры, от желания самих родителей. Вот как церковь относится к проявлению жестокости одних несовершеннолетних к другим? Как вы считаете, вот с вашей стороны, с вашей позиции, от чего все-таки это исходит? Действительно ли первоисточник — это семья? И я бы сказал так, что мы сегодня говорим о жестокости. Жестокость, если по-другому назвать, это ненависть. А ненависть, как и любой грех, это или отсутствие, или искажение добра. Что есть добро на почве или в связи с отсутствием которого появляется ненависть? Это есть любовь. То есть для того, чтобы бороться, чтобы побеждать жестокость, надо взращивать любовь. То есть одними запретами, одними наказаниями, естественно, ситуацию кардинально не переменить. Источником любви является, во-первых, сам Бог. Наша вера христианская, она состоит в том, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем пребывает. Вот эти, когда мы накладываем на себя крестное знамение, вот сама жестикуляция пальцев, она об этом говорит. Это главная добродетель, это главная заповедь, которая людям дана, что возлюби Господа Бога и возлюби ближнего, как сам себя. А вторым источником является семья. Потому что семья является не каким-то случайным историческим институтом, который вот удобен, выгоден. Библия говорит, что когда Бог творил мир, Он и человека сотворил, как мужчину и женщину, как семью. То есть первые люди — это первая семья. Вот. И первая заповедь, которая Богом дана людям еще до грехопадения, это заповедь о семейной жизни, плодитесь, размножайтесь, то есть о рождении, воспитании детей в любви. И настоящая семья, и настоящий супружеский союз — это муж, жена и Бог. От него они черпают любовь, и от него они любовь передают детям. Дети получают опыт любви от Бога через родителей. Вот меня интересует со стороны психолога. Мария, скажите, пожалуйста, вот со стороны психологии, откуда появляется вот эта жестокость наших детей по отношению друг к другу? Бесспорно, самым основным фактором, влияющим на формирование жестокости, является семья. Это тот институт, в котором ребенок видит, как между собой общаются, и видит самый-самый первый раз. Когда идут жестокое обращение по отношению к отца, к матери, по отношению к отца, к своему сыну, то в дальнейшем, как бы это банально ни звучало, ребенок будет использовать данную модель в своей семье, возрождая тем самым жестокость и у своих детей. Либо, соответственно, есть второй такой, вот, скажем так, момент – это гиперопека, когда ребенка пытаются оградить от всего, когда из него пытаются как-то вот сделать цветочек в теплице. Попадая в социум, в детский садик, в школу, он понимает, что он не единственный. А как быть с этим, как с этим, скажем так, ему бороться, он, к сожалению, не понимает. Ну и, соответственно, у нас с яслей детки кусаются, детки царапаются, ни для кого это не секрет, да? Впоследствии это возникает вербальная агрессия, ругань и так далее. Ну, семья это является первоисточником формирования жестокости по отношению к другому человеку. Как уже сказал отец Максим, если в семье не привита любовь, то, к сожалению, социум и общество это сделать не сможет.
А вот все-таки, если заглянуть в историю, да, мы с вами еще до эфира начали нашу беседу фактически. А вот такая фраза, как «без царя в голове». Можно ли говорить о том, что у подростков современных вот действительно, ну, царь как в понимании, допустим, тоже вот Бога, да, или какого-то человека там возведенного там на высокий ранг, да, в том числе и в стране, да, что вот он не знает, как бы, понятно, что семья есть и влияет, но есть и, допустим, что-то может быть более высокое, на что он может равняться. То есть раньше у нас вот был, раньше была православная вера очень сильна у нас в России, да, то есть был царь. Вот с этой позиции, отец Максим, что вы могли бы сказать? Можно ли вот эту фразу действительно каким-то образом применить к современным подросткам? Да, я считаю, что можно, потому что один из диагнозов, который вот некоторые социологи или писатели, интеллигентные люди ставят в современное общество, это безотцовщина. Безотцовщина там, где слово «отец» пишется с большой буквы, то есть безотцовщина в широком смысле. Не как только биографический факт отсутствия отца в воспитании ребенка. Дело в том, что до революции у человека, ну, в идеальной, в православной модели, было несколько отцов. Был родной отец, был крестный отец, который старался исполнять свои обязанности. Был приходской священник, батюшка, да, который тоже не случайно называют отцом. Бог отец, мы ведь главная молитва «Отче наш», мы ведь тоже Бога называем отцом, и это очень важный образ. И царь. Царя тоже называли батюшкой. И вот последняя царская семья, она была удивительна как раз своим благочестием, то есть теплотой своих семейных отношений. А в силу разных исторических причин, ну, конечно, в первую очередь духовных сдвигов, ну и исторических фактов, да, вот, например, война, которая унесла много миллионов жизней, в первую очередь мужчин, появилась безотцовщина. Но еще раз подчеркну, это состояние души, когда человек не признает над собой авторитета, когда человек не признает как бы главенства, власти в хорошем смысле. Вот. А отсюда возникает вот такая внутренняя распущенность, ну, естественно, и нарушение различных норм. А если говорить о современном обществе, то, естественно, роль утрачена. Вернее сказать, не утрачена, а размыта, ослаблена. Вот. Во многом в этом виноваты сами мужчины, потому что идет феминизация мужчин, то есть как бы уподобление их женского начала. Вот. Но вместе с тем идет такая не совсем правильно понятая эмансипация женщин. То есть женщина, вот по Божьему замыслу, она должна быть вдохновительницей. То есть она должна быть как раз тем, кто вот мужчину подвигает к его истинному образу. Вот. И вот это понимание утрачено, поэтому и отношение к отцу, как к мужчине, оно сегодня очень часто искажено. И поэтому, вот, продолжая эту поднятую тему о семье, я хотел бы сказать, что, может быть, одним из важнейших факторов вот, жестокости в детях, даже если говорить уже не официально зарегистрированных преступлениях, является разрушение семьи. Сегодня в 70-80% случаях инициатором развода является женщина. Родительская любовь, вот, ребенок это подсознательно очень хорошо понимает, что любовь между родителями – это та энергия, это то событие, которое дало ему право появиться в этом мире, которое дало ему путевку в жизнь. Он никогда это не выразит словами, но в глубине он это понимает. Поэтому, когда он видит отсутствие этой любви, когда он видит ссоры, когда он видит то, что родители расходятся, у него внутри включается программа. Значит, то, что дало мне право на жизнь, этого уже нет. Значит, я не имею права жить. И вот эта программа, она может проявиться в жестокости, она может проявиться в пьянстве, она может проявиться в тунеядстве, когда человек вот 30-40 лет, он не хочет работать. Она может проявиться в заболеваниях. Вот я на днях слушал цифры, зарубежное широкомасштабное многолетнее исследование, которое показывает взаимосвязь между родительской любовью и состоянием здоровья детей. Вот, мне кажется, так на эту проблему надо смотреть. А вот Великая Отечественная война, да, Мария, тоже мы этой темы коснулись до эфира еще, тоже, может быть, действительно стала таким вот толчком, что ли, может, для распространения вот такого отношения подростков друг к другу, ну и вообще в целом, может быть. Да, я немножечко, наверное, повторюсь для наших телезрителей о том, что в настоящее время психологами уже доказано, что факт бродяжничества, он переходит генетически. И именно последствия Великой Отечественной войны, когда наши деды, прадеды, прабабушки были вынуждены добывать себе пропитание, тем, что называется воровством, пусть это было воровство с полей, какие-нибудь картошки, овощи, то, что оставались, да, он, соответственно, сформировался и в нашем поколении. В настоящее время даже благополучные семьи сталкиваются с такой проблемой, как бродяжничество. У ребенка все есть, любящие, понимающие родители, однако он уходит из дома. И после он уходит на улицу, он уходит к друзьям, ночует в подъезде, есть что ни попадя. И когда с ребенком разговариваешь, почему, он сам не может тебе конкретно ответить. То есть в семье нету конфликтов.
нету никаких проблем. Однако ребенок оттуда уходит. Вот он, наш ген бродяжничества, он переходит от поколения в поколение. Возможно, и про жестокость мы можем говорить в том же самом ракурсе, да, потому как там, если не украл, если не побил, если не убил, ты в принципе не выжил, о чем у нас даже свидетельствует фильм «Сволочи», а именно детей преступников Великой Отечественной войны. Евгений, вот вы наверняка общаетесь тоже с молодежью как раз, да, с несовершеннолетними. Вот просто как человек, что вы в них видите, что им, может быть, не хватает, чтобы, может быть, им хочется сделать правильного, но они просто не могут в силу каких-то обстоятельств? Зачастую при проведении профилактических бесед замечаю, что дети в основном говорят о том, что им не хватает внимания родительского. Но здесь, конечно, уже речь идет о том, что родители, да, действительно, в нашем современном мире они заняты добыванием, так скажем, пищи, то есть зарабатыванием денег, а ребенок остается сам, ну, сам с собой, скажем так. Ну и современные новомодные гаджеты, которые родители думают, что все, вот купили ему планшет, И он все, сидит ребенок вечером, да? занят. Как дела в школе? Нормально. Все нормально, да. Вот именно так и происходит в простой российской семье. Это порядок, при котором дети уже привыкли уже существовать. И при проведении профилактических бесед дети как раз именно об этом и говорят. Так родителям-то некогда. Когда им задаешь вопрос, вот чем вы занимаетесь вечером? Мы позанимались, и все, и весь вечер наш посвящен тому, что мы воюем. Мы играем. Играем, причем в такие игры, которые перед сном, например, тоже агрессивные, которые... Да, Я даже родителям было бы страшно, наверное. Да, зачастую, кстати, да. Такие игры, которые даже сам бы не стал играть, детки, к сожалению, играют. Отсюда эта агрессия. Ребенок, придя утром в школу, он ведь как губка все впитал в себя, а утром выплеснул. Поэтому и эта агрессия в том числе исходит не только от семьи, да, не только от взаимоотношений в семье, но и от того, чем занят ребенок. Почему мы всегда говорим о том, что наши дети должны быть как можно больше вовлечены в досуговую занятость. Чем больше ребенок занимается саморазвитием или развитием с помощью педагога, тем больше он становится добрее, мне кажется, потому что в последующем он эти знания может применить. Какие знания ребенок может применить от простого гаджета? Ничего, кроме, как мы сегодня говорили, даже писать мы забываем, как мы пишем, потому что все у нас перешло на электронный оборот. Вот вы когда с ними общаетесь, допустим, после правонарушения, они чувствуют какую-то вину за собой, то есть понимают, что надо измениться? Есть какое-то понимание у них? Не всегда, скажем так. Есть дети, которые, да, все... Ну, кстати, зачастую я хотела бы отметить, есть дети, которые говорят все. Когда еще работала в подразделении ПДН, возглавляла в Сыктывдинском районе, я очень хорошо помню одного подростка, который всегда говорил: Евгения Ивановна, это последний раз, я больше никогда в жизни не буду так делать. И снова на следующий день совершают какое-то правонарушение. То есть детки даже не всегда могут сами свои поступки объяснить, почему он это делает. Ну вот сделал, придет, покается, все, я ведь совершила, а что сделаешь? Ну уже сделал. Ну, к сожалению, и хотелось бы отметить, что у нас в республике, вот Мария Васильевна как раз представляет центр... Подскажи, Мария Васильевна, временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Министерства внутренних дел по Республике Коми. Я говорила о статистике. Это количество преступлений, которые совершили дети, достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. У нас есть еще одна статистика, которую я сейчас приводить не буду. Это статистика преступности несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности. Это значит, такие что деяния, нигде не будут отмечены? Здесь они, вот в этих цифрах их нет. Эти деяния называются общественно опасными деяниями. То есть ребенок совершил преступление, да, это преступление, но в связи с тем, что не достиг возраста, это считается общественно опасным деянием. Так вот, за такое общественно опасное деяние зачастую дети мне говорят: ну мы же не понесем никакой ответственности. Я же не достиг возраста, зачем? Меня никто не осудит, на суд меня не позовут, меня не закроют в тюрьму, как они любят это говорить. Но федеральным 120-м законом об основах системы профилактики все прописано, что все детки, которые совершили, ну не все, а детки, которые совершили общественно опасные деяния, имеют характеризующие материалы, так скажем, не совсем хорошие из образовательной организации, то есть где-то уже в чем-то замечены. В отношении таких детей сотрудники полиции могут собрать характеризующие материалы все и выйти с ходатайством в суд
о направлении их в ЦВСНП для проведения там полноценной корректирующей профилактической работы. И уже там сотрудники центра работают на протяжении 30 суток, ну, до 30 дней, по-моему, у вас там получается такое суток, правильно, да, с такими детьми. И вот куда, кстати, после 30 суток, Мария, отправляются эти дети? Ну, после 30 суток ребенок направляется по месту жительства, либо место пребывания, либо в детский дом. Если он помещен за совершение общественно опасных деяний, носящих тяжкий либо особо тяжкий характер, либо помещался к нам неоднократно и помещен повторно, то он отправляется по решению суда в специальное учебное заведение закрытого типа сроком на 3 года. То есть это нельзя назвать тюрьмой, да? Это или нельзя ни в коем случае назвать тюрьмой. Это Министерство образования Российской Федерации, где они будут продолжать обучение и получать профессии. В подростковом возрасте им и страшно, как Евгений Иванович сказал, все больше не буду. Это вулкан, он непредсказуемый. Да, и были известны такие случаи, как, например, несовершеннолетний, да, в возрасте 13 лет убивает своего одноклассника за какую-то ссору в социальных сетях, потом он сидит около потерпевшего, убитого ими же, и плачет. Он никуда не бежит, он плачет. Вот в нем включается ребенок. Он сначала сделал это, возможно, планировал, но когда произошло данное деяние, он понимает, что он натворил, и он не знает, что с этим делать сейчас. То есть, а вот там работают с ними психологи вот в этих специализированных учреждениях? Несомненно, в специальном учебном воспитательном учреждении закрытого типа их цель — вернуть полноценного гражданина в общество. Там и работают с ними психологи очень плотно. Там они живут как бы большой семьей. Девочки содержатся отдельно, мальчики содержатся отдельно. Там очень хорошие условия для содержания. Просто сама выезжаю туда в командировки по доставлению несовершеннолетних. И там в действительности стараются вернуть полноценного гражданина. У нас такие есть в республике? По территории Республики Коми данных учебных заведений нет. Они все находятся на территории Российской Федерации. А где вот шанс, что он, побыв там, выйдя в другую жизнь, во взрослую уже, будет себя вести хорошо? Есть какие-то вот, положительные, скажем так? Положительная динамика есть, но опять-таки мы вернемся к началу нашего разговора. Данный подросток возвращается к родителям. Если есть заинтересованный родитель, но вследствие занятости, как уже говорила Евгения Ивановна, они его в свое время упустили, и посему он пошел на улицу, да, попал под влияние, скажем так, лидера с какими-нибудь отрицательными качествами, и он совершал преступление в группе лиц, не осознавая, то, естественно, есть возможность выровняться. Огромная возможность, потому что, еще раз говорю, подростковый возраст опасен. Вот ему 13, он совершил, ну, предположим, да, тяжкое какое-нибудь преступление, ну, несение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Он не хотел убивать, но так получилось, как можно сказать. И, соответственно, побыв в том учреждении, где он понял, что приоритет-то не друзья, приоритет — это семья. Он имеет возможность вернуться и продолжить полноценный образ жизни. То есть такие примеры, к счастью, имеются. Хорошо бы, чтобы поменьше детей туда попадало по причине совершения преступлений. Друзья, мы продолжим общение по нашей теме 46 90 60. Сейчас нас ждет реклама, далее короткий выпуск новостей. Оставайтесь на Юргане. Вы снова смотрите «Рабочий полдень». Мы в прямом эфире. Наш телефон 46 90 60. Сегодня мы говорим о подростковой жестокости. И вот, кстати, сейчас у вас будет возможность записать телефоны, которые мы подготовили специально для вас. Если вы станете там, например, свидетелем какого-то правонарушения со стороны подростков или в отношении несовершеннолетних, то, пожалуйста, или вы сами являетесь несовершеннолетним, то вот телефоны на экране помогут вам обратиться к людям, которые подскажут, что и как сделать, и чтобы вы смогли из ситуации, в которую попали, или попали люди, которых вы увидели, могли выпутаться, ну, хотя бы попытаться выпутаться в рамках закона. Записывайте телефоны. Ну и напомним, конечно же, еще телефон, который все мы, старшее поколение, родители, выросшие еще в Советском Союзе, помнят наизусть. Это телефон 02, да? Правильно говорю, Евгения? Ну да, 102, по-моему, сейчас набирается, да. Естественно, если вы стали участником, так скажем, не участником, а свидетелем, что в отношении несовершеннолетнего, предположим, совершается преступление, что жестоко к нему обращается, обязательно не будьте равнодушными, обязательно сообщите в полицию о том, что происходит. Факты жестокого обращения. Давайте вот обратимся к тому информационному полю, вот хочу прежде к отцу Максиму обратиться, которое вокруг сейчас наших детей, да, это беспрепятственный доступ фактически в интернет, это
постоянное вот, перечитывание жизни каких-то там звезд и так далее, да, которые постоянно то разводятся, то скандалят, то еще там дебоширят и так далее. Фильмы, в которых много агрессии. Все вот это вокруг получается, наверное, вот опять же, ну, возвращаясь в советское время, там, допустим, этого было меньше, да, этого лилось меньше на детей. Вот это влияет то, что сейчас вот вокруг ребенка, вот та аура? Конечно, если дать ребенку бесконтрольный доступ к интернету и к телевизору, ну, каждый человек большую склонность имеет к тому, что заманчиво, то, что сладко, ну и, к сожалению, то, что плохо. Вот. Поэтому сейчас выступают и ученые, и политики, выступают за введение цензуры, вот, за, по крайней мере, за фильтрацию того контента, который идет с телеэкранов и с мониторов. Я в этой связи хочу рассказать о том опыте, который мы применили в своей школе, вот в 12-й школе города Сыктывкара. И на этом примере хочу показать, что, опять же, чтобы там не принималось, скажем, на федеральном уровне, все в руках родителей, учителей, то есть тех, кто ближе всего к ребенку. А мы совместно с родителями класса, в котором учится мой сын, мы приняли такое решение на родительском собрании, что в нашем классе с момента начала первого урока и до момента окончания последнего урока компьютерные игры на телефонах, на планшетах и на прочих устройствах не осуществляются. И каждый родитель уже в силу этого коллективно проголосовали все. Только один был голос против, все голоса были за. При повторном голосовании все голоса были за. Вот. И все родители обязаны осуществить это решение. То есть установить родительский контроль, заменить, скажем, дорогой сложный телефон на более простой и так далее. И эта мера сработала. И то же самое касательно проблемы матерной брани. Вы знаете, вот с первого класса она уже существует. Вот, а прямые разговоры с детьми, естественно, эффект имеют небольшой, потому что ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Отец и мать пример тому. Вот. А когда эту беседу мы провели с родителями и объяснили им популярным языком, что есть такое матерная брань, между прочим, это административное правонарушение, почему-то о котором мало кто знает, сегодня у нас по опросам ее используют 65% населения, то есть 2/3 взрослого населения. Вот. А за нее полагается до 15 суток, да, не дайте мне, пожалуйста, соврать, до 15 суток ареста или до 2500 штрафов. Но если говорить не языком запретов, а языком возвышенности, да, слова, что это дар, который нам дан для чего? Для общения, опять же, для общения с Богом, для того, чтобы мы созидали любовь, то становится понятно, что это все разрушает. Но это же надо объяснить. Вот есть же такие вот простые, понятные, популярные книги. Вот я, например, держу в руках епископ Митрофан Баданин «Правда о русском мате». Ну, 30 страничек. Это любой родитель может в интернете найти, скачать, прочитать. И своему ребенку, своим родительским языком объяснить, почему это нельзя. И в тот же вечер родители уже провели соответствующие беседы. Я думаю, что так дальше в общем усилии мы будем эту проблему решать. А вот, Мария, вот с точки зрения общественных институтов, кто вот должен проявить еще тоже активность? Потому что сейчас вот есть такое мнение, что родители действительно вот в погоне за заработком считают, что ребенка должна воспитывать там школа, детский садик, то есть просто даже, может, физически не успевают. Какая вот, скажем так, ну, если грубо говорить, процентное соотношение должно быть того, что школа должна или детский сад вкладывать в воспитателя? Воспитание ребенка – это, в принципе, симбиоз для общества. Мы не можем свалить все только на семью, да, так как вследствие педагогических, скажем так, незнаний мама с папой могут воспитывать не так, как надо. У нас есть детские сады, которые должны реагировать непосредственно на какое-то уже агрессивное поведение со стороны ребенка, немотивированная агрессия уже даже с садика. Институт школы никто не отменял. Также учителя и классные руководители, соцпедагоги школы обязаны реагировать на данного ребенка. Реагировать очень просто. Все мы зарегистрированы в социальных сетях. Зайти на страницу к ребенку. Также это должен и родитель, который в оптимальном случае будет в его друзьях, и это будет, скажем так, на абсолютно доверительном уровне. Да, абсолютно верно. И он может проследить страничку ВКонтакте. То есть жестокость, она видна везде. В какие игры играет ребенок, какие фильмы ребенок смотрит, какую музыку он слышит, и что у него в социальных сетях. И какие-то выставление постов по поводу агрессии, либо преклонения к каким-то отрицательным персонажам, это уже становится сигналом и для родителей, и для классного руководителя, которого, я считаю, он также должен знать своих детей, соцпедагога школы. Ну и, естественно, занятость. Спортивные кружки, спортивные секции, общественные организации никто не отменял. Посему мы не можем возложить воспитание ребенка только на родителей, либо только на школы, либо только на общественные организации. Все вместе.
Евгения, как вы считаете, может быть, стоит подыскать ребенку, может быть, даже самому какого-то себе человека, если нет возможности, там, может быть, ну, грубо говоря, равняться на родителей, среди, там, например, педагогов своих, среди тренера по секции, может быть, или, может быть, ему вообще это нужно, чтобы у них был такой своеобразный, ну, не кумир, а человек, на которого можно равняться? Я совершенно с вами согласна. Это обязательно должно быть. Кумир, в хорошем смысле этого слова, должен быть тот, на кого равняются. Да, я согласна. Отец Максим, вот наша программа подходит к концу. Со стороны вашей, со стороны церкви, скажите, пожалуйста, может быть, какие-то пожелания или рекомендации, как поймать правильно вот настроение ребенка, чтобы не позволить ему перейти какую-то вот черту, которая потом, впоследствии, может отрицательно сказаться на всей его жизни? Если подытожить сегодняшний разговор и добавить некоторое новое слово, я бы сказал, что нам сегодня нужно общими усилиями, в первую очередь, конечно, в рамках семьи, но и с участием и школы, и общества в целом, воспитание целомудрия. В широком смысле слова. Мы привыкли целомудрие понимать только как половое воздержание, хотя и в этой сфере преступлений немало. Да? Но целомудрие – это состояние души, это состояние воздержания, когда человек цельно мыслит, имеет одну главную общую цель в своем мировоззрении и сообразно ей выстраивает всю свою линию поведения. Вот. А воздержание в пище, воздержание в словах, умеренность, да, в развлечениях. Я думаю, что вот это воспитание, такой взгляд, а естественно он идет не только через наставление, а через свой пример жизни, он может быть полезен и в том смысле, что в ребенке будет созидаться внутренняя свобода. Внутренняя, вперед внешняя. Внешняя свобода – это вседозволенность, а внутренняя свобода – это ответственность. И на самом деле огромная радость. Потому что часто вера понимается как система запретов, система ограничений. И это неправильно. А когда человек свободен от греха, свободен от зависимости, свободен от зависти и от ненависти в том числе, это и есть настоящее счастье, это и есть настоящая радость, это и есть настоящая внутренняя свобода, умение построить свою жизнь по своим высоким ценностным убеждениям. Ну что ж, дай Бог, чтобы все-таки у вас статистика уменьшалась, только была положительная, точнее, в положительную сторону, только чтобы все было. Вам побольше встреч с ребятами, которые, послушав, может быть, изменили себя внутри, действительно, и родители в том числе. Я думаю, что в каждому из нас есть что в себе поменять в лучшую сторону. Поэтому вам успехов в вашей деятельности, в работе. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, напомню, что мы сегодня говорили на тему подростковой жестокости. И действительно, в силах каждого из нас изменить что-то не только в себе, но и помочь и ребенку, конечно же, прежде всего, найти себя в этом мире. Всего вам самого доброго. Смотрите «Рабочий полдень» завтра в 12:00. Насколько я знаю, там будет как раз показано примерно, только на примере такого занятия, как йога, да, что тоже, может быть, поможет кому-то в целом измениться не только в физическом плане. Так что всего вам самого хорошего, удачного завершения четверга и до встречи в «Рабочем полдне». До свидания.